День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за событиями в республике и за ее пределами. Сегодня, подводя итоги этой недели, мы расскажем вам о самых заметных из них. Вы смотрите программу «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот о чем расскажем в ближайший час. Владимир Путин подвел итоги года в ходе большой пресс-конференции, которая в этом году была вновь совмещена с прямой линией. Расскажем, что успел обсудить президент за почти 4,5 часа прямого эфира. Центральная роль в государственной политике страны должна быть отведена семье. Об этом в ходе заседания Госсовета заявил президент России. 2025 год в Якутии объявлен годом защитника Родины. Об этом сообщил Айсан Николаев в ходе послания Госсобранию Ултумен. Узнаем, какие еще векторы развития регион обозначил глава. Четкий взгляд на мир с малых лет. В столице открыли детский кабинет зрения. Расскажем подробности. Музей музыки и фольклора народов Якутии открывает праздничную выставку «Этот сказочный Новый год», на которой будут представлены уникальные сокровища времен СССР. Около 2,5 миллионов вопросов поступило на прямую линию с президентом страны Владимиром Путиным. Напомню, 19 декабря состоялась ежегодная пресс-конференция главы государства, внимание к которой было приковано и в Якутске. С подробностями Сыргалана Неустроева. В этом году прямую линию президент страны начал с экономики, назвав ее «основой основ». Собственно, эта тема наравне со специальной военной операцией «Красной линией» прошлась по всей пресс-конференции. К ней не только глава государства, но и граждане и журналисты обращались не раз. В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6%. В этом году будет 3,9, а может быть и 4 даже. Это означает, что за 2 года у нас рост экономики составил около 8%. Один из таких серьезных показателей для всех стран мира, для всех экономик – это уровень безработицы. Она у нас находится на рекордно низком уровне – 2,3%. Еще одной из основных тем прямой линии в этом году стало проведение специальной военной операции. Сначала Путина попросили оценить действия наших бойцов на фронте. Тогда в зале прямо за спиной главнокомандующего развернули подаренное ему знамя 155-й отдельной бригады морпехов. Один этот жест говорил о многом. Должен сказать, что ситуация меняется кардинально. Речь идет не о продвижении не на 100, там 200, 300 метров. Наши бойцы возвращают территорию квадратными километрами. Хочу подчеркнуть, каждый день. Ответил президенту на вопросы простых граждан. Так, одной из дозвонившихся на прямую линию была многодетная мать из Сургута, чей вопрос касался субсидирования авиаперелетов и льготы на проезд для детей. Как результат, в тот же день министр транспорта Роман Старовойт сообщил о начале работы с авиакомпаниями по 50% скидкам на билеты. Еще один вопрос из зала касался малых населенных пунктов в Арктике. Что касается арктической зоны, во-первых, мы там сохранили льготную ипотеку по 2%. Да? Так же, как Дальний Восток и Арктика, по 2% сохраняется ипотека. Мы в этой зоне целую программу делаем для отдельных населенных пунктов. Это 25 городов, по-моему, агломерации. И будем это расширять по всей стране до 200 городов. Мы, конечно, посмотрим, что можно сделать дополнительно для небольших населенных пунктов, для арктической зоны. Безусловно, это очень важно, потому что они там в большинстве своем являются небольшими по количеству населения. Присутствовали в зале представители Якутии, в том числе директор телеканала «Якутия-24» Мариана Тарасова. Ее вопрос в ходе прямой линии не прозвучал. Тем не менее, еще в начале организаторы программы отметили, ни один поступивший запрос не будет оставлен без внимания. Принимать их начали еще 8 декабря. Большую работу в этом плане проделали активисты Народного фронта. Часть вопросов они уже взяли в работу. Хочется сказать, что каждый будет вопрос непосредственно отработан. Буквально на днях то обращение, которое пришло, допустим, был вопрос по физраствора, нехватка в регионах. Наша команда начала проверять аптечные центры по всей республике и городу. Прямая линия, совмещенная с пресс-конференцией, в этом году длилась 4,5 часа. Всего на нее поступило 2 480 000 вопросов. При этом те, по которым Владимир Путин дал поручение еще в зале, были приняты в работу профильными ведомствами в кратчайшие сроки. Сыргалана Неустроева, Семен Семенов, Якутск.
Владимир Путин провел в Кремле итоговое заседание Государственного совета, посвященное вопросам поддержки семей в Российской Федерации. Россиян должно стать больше. Программа семейной ипотеки под 6% продолжится, повысят пособия мамам-студенткам и многое другое, о чем заявил президент. Какие еще предложения прозвучали на Госкомиссии, какие новые меры поддержки семей предусмотрены в Якутии? Все подробности в сюжете Айсены Бурнашовой. Предназначение семьи, ее фундаментальный смысл прежде всего в продолжении рода, а значит в приумножении многонационального народа России. Об этом Владимир Путин заявил, открывая заседание Госсовета. Семья должна занимать ведущие позиции, центральную роль в нашей государственной политике. Только тогда мы сможем выйти на успешное решение демографических проблем. Тенденция снижения рождаемости в России сохраняется. Для обеспечения роста населения уровень рождаемости должен составлять минимум 2,3%. Сейчас он равен 1,4%. Чтобы в семьях рождалось больше детей, президент озвучил ряд предложений. Среди них приравнять женщин со званием «мать-героиня» к героям труда. Всем известно, что воспитать и вырастить 3-4 и более детей – это огромный труд. И матери-героини России по праву имеют такой же высокий статус, как герои труда. Но материальное обеспечение у них разное. Надо устранить эту разницу, эту несправедливость и распространить все социальные гарантии, льготы и выплаты, предусмотренные для героев труда России, на женщин, имеющих высокое звание «мать-героиня». Еще одна мера поддержки касается пенсионного обеспечения. Уход за детьми засчитывается в трудовой стаж, но по совокупности он не может превышать 6 лет. Кроме того, с 5-го ребенка не начисляются пенсионные коэффициенты. Такие ограничения Путин предложил устранить. Такие ограничения пенсионных прав родителей 5 и более детей, безусловно, нужно устранить и учитывать в размере пенсии периоды ухода за каждым ребенком до достижения им 1,5 лет. И прошу правительства как можно быстрее принять это решение. Особое внимание на Госкомиссии уделено молодым. Так, пособие по беременности и родам для студенток очных отделений повысят до величины прожиточного минимума. А молодые семьи смогут приобретать жилье по ставке 6% и на вторичном рынке в тех населенных пунктах, где практически не строится новое жилье. Прошу правительства просто это проработать, ясные критерии выработать, что такое населенные пункты, в которых мало строится нового жилья или практически не строится. Вопрос демографии для Якутии был и остается в приоритете. Республика сохраняет лидерство на Дальнем Востоке по рождаемости. Сегодня нас, якутян, 1 700 500 человек. Ожидаемая продолжительность жизни равна почти 74 годам. Действуют региональные меры поддержки многодетных семей. Я в своем послании сказал, что надо устранять несправедливость и уже республиканский семейный капитал на 4-го, 5-го и последующих детей уже вносить. С учетом капитала «Дети столетия», это у нас в республике при рождении 4-го последующих детей семья будет получать капитал порядка 433 тысяч рублей уже в 2025 году. И я попросил Илтуман поддержать законопроект, и будем его вводить уже с 1 января 2025 года. Участниками заседания стали главы регионов, губернаторы, руководители ведомств, ведущие политики страны. Каждый предложил свою инициативу. Зампред Госдумы Анна Кузнецова считает, что российских детей должно окружать все самое лучшее и свое. Например, школьные тетради с портретами легендарного экипажа танка «Алеша». Они сейчас с вами, эти тетрадки? Знаете, вот сейчас только передала Антону Андреевичу, что передал президенту тетрадки. Он Да. впервые их получит? Да. Весной 2024 года в свет вышла первая партия. К началу учебного года тетради вышли в массовый тираж. На обложке 3 героя. Лейтенант Александр Леваков, ефрейторы Филипп Евсеев и Алексей Неустроев. Все-таки мы хотим, чтобы наших детей окружали образы, на которых хочется равняться. Я хочу поблагодарить Якутию, Приморье, которые выступили лидерами здесь в этом направлении. Я думаю, что мы вместе будем развивать это движение дальше. Наших детей должно окружать только все самое лучшее. Следующий год объявлен президентом годом защитника Отечества в честь героев, участников спецоперации, в память о подвигах всех наших
предков. Тема поддержки семьи и детства останется ключевой. Вопросы демографии будут решать комплексно. Айсена Барнашова, Айтал Байтунов, Виктор Олесов, Москва. Глава государства встретился в Кремле с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Верхняя палата накануне завершила свою осеннюю сессию. Глава государства спросил спикера Совета Федерации о том, как заканчивается год. Матвиенко поблагодарила Путина за возможность встречи и отметила, что год был, цитата, «непростой, но очень результативный». По ее словам, Верхняя палата парламента выполнила 81 из 88 пунктов плана по реализации послания президента Федеральному собранию. Оставшиеся 7 пока находятся в работе и требуют доработки. Причем, знаете, что очень важно, что сенаторы приезжают с регионов, смотрят, какие есть проблемы, принимают граждан, общаются с региональными властями, то есть такие законы земные все. Главное для нас была реализация послания президента Федеральному собранию. Естественно, ваш указ о национальных целях развития. 88 пунктов у нас было плана по реализации послания, 81 в полном объеме исполнено, 7 находятся еще в работе, требуют времени дополнительной доработки. Решать проблемы, объединив усилия – вот один из тезисов послания главы Якутии Айсена Николаева Государственному собранию Илтумен. Оно определило ключевые приоритеты развития региона на предстоящий год. Подробности в следующем сюжете. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Конкретные решения во благо будущего и вектора развития самого крупного региона страны. Айсен Николаев свое 7-е послание Госсобранию Илтумен начал с экономической повестки. Вся наша общая работа, все наши помыслы и действия должны быть подчинены одной цели – достижению победы. На сложном историческом этапе Якутия выступает одним из новых центров силы надежной экономической опоры России. Индексация зарплат бюджетников сразу на 5,7%. Снижение налоговой нагрузки на представителей бизнеса. Увеличение доли креативных индустрий в экономике. Коснулись всех направлений, которые станут драйвером развития Якутии в ближайшие годы. Здесь, конечно, нужно очень кардинально и точно обратить внимание и обеспечить вот именно межведомственное взаимодействие всех структур. То есть отдельно решать эти вопросы будет просто невозможно. И сейчас нужно, и при этом нужно обратить внимание на малый и средний бизнес не только в наших центральных городах, но, конечно же, и на муниципальном уровне. Зашла речь и о рекордах. В этом году Якутия займет 2-е место в России по добыче угля и золота. Несмотря на все санкции и ограничения, в году наступающем сохранятся достигнутые позиции в стране по добыче основных экспортируемых товаров. Несмотря на сложную ситуацию экономическую, достигнуты цели по нашему промышленному росту. Более чем на 3% вырос внутренний региональный продукт. Продолжится и поддержка самого главного – семьи и детства. Теперь региональный материнский капитал «Семья» будут назначать при рождении 4-го и последующих детей. Единовременная поддержка при рождении 4-го и последующих детей составит 433 тысячи рублей. Действительно, все начинается с семьи, с детства. И то, что сегодня глава республики дал поручение каждому 4-му ребенку и последующему ребенку выплачивать материнский капитал, я считаю, что это очень позитивное, мощное решение, которое будет настоящей поддержкой и стимулом для молодых семей. Наступающий 2025 год – год 80-летия Великой Победы. В Якутии объявили годом защитника Родины. Глава региона призвал якутян объединиться вокруг борьбы с фашизмом в память о Великой Победе, подчеркнув, что в этом опорой для нынешних поколений служит подвиг солдат Победы. Я считаю это очень правильным решением назвать год в эпоху современных вызовов, которые сейчас нам преподносит мир. Это будет годом сплочения людей, единства и такой силы. Определенный вектор развития только вперед. В целом можно сказать, что общий вектор послания этого года соответствует современным вызовам и устремлениям как Якутии, так и всей России. Юрий Осипов, Петр Васильев, Джулустан Иннокентьев, Якутск.
В послании главы Якутии значительное место уделили национальным целям России – демографии, развитию человеческого капитала, борьбе с бедностью, сфере занятости, подготовке кадров, консолидации власти, бизнеса и общества. Тему продолжит моя коллега Марфирина Алексеева. Члены Общественной палаты и волонтеры полностью удовлетворены и вдохновлены задачами и итогами, прозвучавшими в ежегодном послании. Народосбережение и повышение качества жизни якутян они считали основным посылом выступления главы. Конечная цель всего послания – это именно семейная центричность. Мы понимаем, что именно развитие вопросов демографии, вопросов молодых, многопоколенных, многодетных семей – это национальная идея, которая провозглашается и президентом нашей страны, и главой Арсением Сергеевичем Николаевым. Поэтому этому вопросу было уделено, конечно, первостепенное значение. С 1 января в Якутии повысят зарплаты бюджетным работникам. Выплаты проиндексируют на 5,7%. Также глава Якутии поставил задачу по сокращению уровня бедности в 2 раза. Самое главное, направлено очень много вопросов на экономическое, именно социальное обеспечение граждан нашей страны, нашей республики. Поэтому в этом послании есть очень множество откликов, которые сегодня действительно востребованы для народа, для образовательной системы и именно воспитательной работы молодежи. Это самое важное. Воодушевлены также общественники и волонтеры. Важно было нам услышать о проделанной нашей работы, вообще всех общественных организаций. И очень важно, Арсений Сергеевич отметил то, что специальная военная операция рано или поздно закончится, и вовремя надо принимать меры для реабилитации наших бойцов, а также и помощь это детям нашим, участникам специальной военной операции. Это очень важные аспекты. Мы действительно поддерживаем ту политику, которая провозглашена в республике, и все как один должны объединиться. И волонтеры, и по горизонтали, и по вертикали. Все в трудное время должны быть как один кулак. Мы сейчас с вами разговариваем, а все филиалы в городе Якутске и в республике плетут сети. 15 тысяч квадратных метров было изготовлено в этом году и отправлено на зону СВО. Арсений Николаев поручил главам районов назначить заместителей по патриотическому воспитанию из числа участников СВО. Также поставил задачу усилить работу по социальной адаптации военнослужащих по всем направлениям. Глава региона подчеркнул, что неукоснительная реализация всех мер находится на его личном контроле. Марфирина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. В Якутии подготовили к отправке очередную партию уникальных биологических препаратов, разработанных учеными Института биологических проблем криолитозоны Соран. Они будут направлены военнослужащим, выполняющим задачи в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов. В зону СВО отправят 2 вида препаратов, произведенных из природного северного сырья и сертифицированных на федеральном уровне. Это бетукладин, препарат, известный как средство против COVID-19. Обладает он антибактериальными и противовирусными свойствами, очищает печень от токсинов и способствует повышению устойчивости организма к инфекциям. И эпсорин – тонизирующее средство, ускоряющее восстановление организма после нагрузок, укрепляющее иммунитет и повышающее устойчивость к неблагоприятным факторам, включая холод, физическую усталость и загрязнение окружающей среды. Деревянные ложки с оберегами, изготовленные из березы, получат бойцы СВО из Мирнинского района. Такие необычные подарки своим землякам решили сделать участники кружка резьбы по дереву. Ложки удобные и функциональные, но главное не в этом. Она работает примерно так же, как детские письма, которые получают бойцы. Это своего рода окошко в нормальность, привет из дома, из мирного вчера и мирного завтра. Это тепло, переданное от одного человека к другому. Вырезать из березы ложки с оберегами научила мирнинцев мастер резьбы по дереву Мария Захарова. В данном подарке у нас в подарочном мешке будет теплые носочки,
будет сладости, шоколадки, конфетки, которые пополнят полностью мешок. И будет такая вот деревянная ложка, сделанная из березы. Береза у нас твердый материал. И в каждом ложке участник данного мероприятия будет делать свои, может надписи делать, может обереги делать, может какой-то якутский орнамент, и можно растительный орнамент. Это уже на их рассмотрение идет. Патриотическое воспитание в приоритете. В Москве в Музее космонавтики состоялось подписание соглашения между Якутией и Центральным офицерским клубом воздушно-космических сил Минобороны страны. Церемония началась с торжественного вручения значков ребятам, которые только вступили в ряды движения юной армии. Поддержать малышей приехали юноармейцы из Якутии, которые уже несколько лет гордо носят береты. В рамках подписанного соглашения предусматривается совместная работа в области патриотического воспитания, проведения профориентационной деятельности, совместных познавательных, культурных и военно-патриотических проектов. Все они будут нацелены на всестороннее развитие школьников. Воздушно-космические силы именно в Республике Саха-Якутия имеют замечательных 4 славных отряда юнармии, которую мы не так давно принимали клятву именно в Кубинке нашей прославленной. Это было очень памятное событие. Именно тогда зародилась наша дружба с Республикой Саха-Якутия, и мы поддерживаем очень хорошие отношения, и мы работаем по развитию космоса, по приобщению ваших ребят замечательных. Станиславу Потапову, заслуженному тренеру республики, установили мемориальную доску и открыли в честь него турнир по боксу. Мероприятие провели в стенах училища Олимпийского резерва, где он учился и после работал как тренер. Подробности расскажет Тимур Колмогоров. Целеустремленный спортсмен, заслуженный тренер и отважный защитник своей родины. Станислав Потапов за 18 лет работы тренером оставил свой след в спортивной истории республики. В 2022 году он был призван участвовать в специальной военной операции. А в следующем году он посмертно получил орден мужества. Почтить его память к мемориальной доске пришли родные и близкие, а также его друзья, коллеги и воспитанники. Работали вместе в Нюрбе, потом в город сюда приехали, и тоже он в училище Олимпийского резерва работал, я в Триумфе работал. И он сам, Станислав Семенович, был таким человеком, что жизнерадостный постоянно был и целеустремленный был. Ну, человек, как бы сказать, с большой буквы. Уроженец Нюрбинского района обучил немало спортсменов, некоторые из которых сейчас являются чемпионами республики, победителями и призерами межрегиональных международных соревнований. В первые годы, когда он начал тренировать в Нюрбе, у нас было 30 ребят. Тренировки Станислава Семеновича были интенсивными, разнообразными. Как человек и как тренер он был очень хорошим, наш тренер. Он был веселый, не строгий такой, как все остальные тренера, он был позитивный. Кроме того, Станислав также был любящим и заботливым отцом 2 детей, для которых он был примером для подражания. Я занимался тоже этим боксом, также кикбоксингом. Боксом у меня чемпион республики 2 раза. Научил меня со всему, как правильно жить, как правильно воспитывал во мне правильного сына, я думаю. Он очень много вложил в меня, чтобы я был таким. Знаковым событием стало открытие первого республиканского турнира по боксу имени Станислава Потапова. Соревнования проходят между юношами 2007-2012 годов рождения. Всего турнир собрал 165 боксеров из 21 района Якутии. Он был хорошим тренером, открытым человеком, был патриотом. И как раз, я думаю, он много дал молодым спортсменам. Это быть верным своей родине, быть защитником готовы всегда. Турнир будет длиться до конца рабочей недели, а в дальнейшем его будут проводить каждый год. А память известного тренера, ветерана СВО, будет жить с теми, в ком сохранились его стремления. Тимур Колмогоров, Григорий Охлопков, Якутск. Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» подвел итоги уходящего года. Курсанты проходили обучение по основам национальной безопасности России, огневой, инженерной и тактической подготовки, а также организации связи, основам пилотирования БПЛА, тактической медицины, спортивно-тактическим играм.
С момента открытия через филиал в Якутии прошли обучение свыше 2000 девушек и юношей. По всей России же Центр «Воин» подготовил более 40 тысяч курсантов и 400 инструкторов. Сейчас официальное закрытие и подведение итогов года, но тем не менее работа продолжается. Соответственно, до конца года еще запланированы наши учебные мероприятия, заключены договора с учебными заведениями. То есть работа будет идти вплоть до окончания года. Движение первых в Нюрнбергском районе продолжает набирать обороты. Кроме более чем 3000 юных нюрнбергцев, принимающих самое активное участие в деятельности движения, мероприятиями, проводимыми первыми, охвачено еще более 3000 жителей района всех возрастов. Движение первых – это сотни уникальных программ воспитания и становления личности, активного и ответственного молодежного сообщества. Традиционно в конце года прошла встреча руководителей первичных организаций, открытых практически во всех образовательных учреждениях района, чтобы обозначить контрольные точки и подвести итоги уходящего года, и также обсудить планы на год грядущий. Нужно сказать, что в Нюрнбергском районе установленный контрольный показатель эффективности достигнут. На данный момент его исполнение составило 119%. И, соответственно, это заслуга всех тех, кто работал в течение этого года с нашим подрастающим поколением, с нашими участниками всех тех мероприятий, всех тех событий, которые были организованы в рамках деятельности движения первых. В Алекминске состоялся слет юных патриотов. В нем приняли участие школьники школ города и сел. Мероприятие прошло под патронажем движения первых. Тему продолжит Елена Фаст. Тогда никто не говорил патриотизм. Я хочу сказать, мы просто жили, участвовали во всем и любили свою родину. Просто любили. Так было раньше. Сегодня на смену прошлому вновь пришли молодые, сильные. Движение первых. И, что радует, они понимают самое главное – сила в единстве. Я вообще считаю, что именно местного уровня активности движения первых – это самое продуктивное, что может быть. Потому что это настоящая, повседневная, регулярная работа. Именно так получилось на патриотическом слете ко Дню Героя Отечества. Прибыло очень много детей, все были на одной волне, вдохновленные тем, что сегодня вот такой великий праздник героев нашей великой России. Мероприятие это прошло в районе впервые, но собрало ребят с городских и близлежащих сельских школ. Первый блин, но ни капли не комом. Он необходим, потому что сейчас как никогда актуальна идея героев Отечества. Мы не должны забывать, мы должны это все развивать даже более. Сейчас у нас такой курс государства идет, и это очень правильно, я считаю. Для организатора Натальи Жирняк придумать и организовать не вопрос. 4 этапа, 4 станции, где ребята смогли проявить себя в журналистике, вокале. Впервые за многие годы подготовки знаменных групп. И викторина «История моей родины». Сама идея о таком слете как никогда актуальна. Время выбрало их, и они достойны. Вы не представляете, когда берете посылку с Алекминского края и открываете ее, а там лежит письмо с детского сада. Вот мне, допустим, попалось письмо Моисеенко. Я открывал и прямо чувствовал, что я здесь, дома. Времена бывают тяжелые, но когда тебе тяжело, и ты открываешь то письмо или ту посылку, которая к тебе пришла из дома, она очень тебя вдохновляет на будущие твои поступки. Поэтому я горжусь, что я с Алекминского района, горжусь теми, кто там есть, и горжусь теми, кто здесь есть. Спасибо, ребята. Дети остались, мне кажется, очень довольны. Все показали свою любовь к родине. На различных площадках работали также наши учителя. И участники специальной военной операции помогали нам тоже в организации. Также Национально-культурный центр «Гармония». Хорошая эта идея? Да, конечно, это же мы прививаем именно патриотизм, любовь к родине своим детям, которые вот наши обучающиеся. У нас даже в движении первых тоже есть направление патриотизм. И вот по этому направлению мы именно организовали вот этот фестиваль.
Можно много говорить красивых слов о воспитании патриотизма, но главное в этом – Родина, семья, мир, единство. Главными, воспитателями являются, конечно же, в первую очередь семья, в первую очередь окружение, песня «Хороший воспитатель». Когда ты ходишь в памятное место, узнаешь историю, это воспитатель. Когда ты видишь фотографии своих дедов, которые воевали, которыми гордится не только твоя страна, а твоя именно семья и кто воевал. Это есть корни патриотизма. Это любовь ко всему, что касается именно тебя и твоей семьи. Сегодня мы тоже не говорим детям, что ты равняйся на то, чтобы любить. Но у детей отцы погибают на войне. Как им не любить свою родину, если папа отдал свою жизнь? Ну как не отдать тебе? Они всегда готовы. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Владельцы частных детских садов в Якутске бьют тревогу. Уже несколько месяцев они не получают обещанные субсидии на возмещение затрат. Так, по словам одного из руководителей организации, согласно подписанному с Республиканским министерством образования соглашению, выплата должна предоставляться ежемесячно, спустя 10 рабочих дней после предоставления расходной отчетности заведения. Из этой субсидии и выплачиваются заработные платы сотрудникам, возмещаются расходы на питание детей и содержание помещений. Однако уже с сентября этого года средства стали поступать нерегулярно. Так, перед Новым годом частные детские сады в Якутске рискуют закрыться. В свою очередь в министерстве пояснили, что выплаты за сентябрь и октябрь уже были произведены. Все выплаты индивидуальным предпринимателям осуществлены за октябрь и сентябрь месяц. Сейчас у нас производится проверка отчетов индивидуальных предпринимателей за ноябрь и декабрь. Причина задержки в том, что на сегодня вы понимаете, что есть определенный, скажем, регламент бюджетного процесса, и, соответственно, в связи с бюджетным процессом были изысканы в том числе дополнительные источники для возмещения расходов субъектов малого и среднего предпринимательства. Парковка есть, а учета нет. Новый многоквартирный жилой дом по адресу Чернышевского, 110А, построенный в рамках программы переселения из ветхого и аварийного жилья в 2021 году, оказался с недочетами. Жители жалуются на неработающие пандусы и бесхозную парковку, которой не могут пользоваться. Подробнее о том, кто должен ответить за предоставленные неудобства и что делать жильцам, расскажет Дарья Короленкова. Пандуса практически вообще нет. Вот этот шедевр на лестнице заставляет улыбаться. Ну вот как может инвалид, подойдя сюда, надеяться на лучшее? Новый дом должен был стать для жителей символом новой надежды и возможностей, но оказался с минусом. И проблема оказалась не только в нерабочем состоянии пандуса. Хочу обратить внимание на неработающие инвалидные подъемники, которые просто являются памятником издевательством. Но они реально, посмотрите, не работают. То есть нету маркировки, нету номеров, как ими пользоваться, неизвестно, нету кнопок. И, соответственно, дополнительно есть другая проблема. Застройщик при возведении дома возвел подъемные устройства, пандусы, в народе говорят, для инвалидов. Они тоже не функционируют. Проблема заключается в чем? То, что надзорный орган МЧС не может привлечь застройщика к административной ответственности, потому что это приведение воздуха, он не стоит на учете. Ситуация усугубляется бесхозной многоуровневой парковкой, которая, по словам представителей департамента градостроительства, числится на кадастровом учете, но фактически не обслуживается. Да, по поводу парковки мы тут в пределах своей компетенции проверили. Данный земельный участок стоит на кадастровом учете. С видом лишенного использования жилая застройка. То есть участок находится на праве общедолевой собственности многоквартирного дома. Объект является собственностью жильцов. Этот объект находится на земельном участке этого МКД, то управляющая компания должна обслуживать этот объект.
Местные жители не могут пользоваться надземным паркингом, заезжать на второй этаж, потому что это опасно. То есть нет поручней, пандусов. После каждого выпада дождя или снега, сейчас, допустим, наверху много снега, управляющая компания не может взять на обслуживание, не ввести в квитанцию, вот, графу оплаты содержания этого паркинга, потому что это приведение не стоит на учете в Росреестре. Еще раз, присутствует явная угроза жизни и здоровью граждан. Во дворе дома стоит гигантское, высотой 5,5 метров приведение, которое никто не может обслуживать. И действительно, парковка сейчас официально не подлежит обслуживанию управляющей компании. Однако из-за бюрократических проволочек это невозможно. После расторжения договора с управляющей компанией «Акведук» и заключения нового с РИФ, парковка осталась вне сферы ответственности. Данный объект является отдельным объектом капитального строительства недвижимым имуществом. Однако все же изначально при строительстве дома по проекту было предусмотрено строительство двухуровневой стоянки на прилегающей к дому территории, где по документам было обозначено, что при посадке здания в участок соблюдены все требуемые параметры и расстояния. Сооружение представляет собой отдельно стоящий стилобат для парковки автомобилей среднего класса, общей длиной в осях 47,5 метров и общей шириной 17 метров. Однако паркинг построен, но так и не принят на государственный учет и не зарегистрирован. По факту жители дома не могут пользоваться им на законных основаниях, а городские власти не могут контролировать его эксплуатацию и безопасность. Более того, согласно документам, предоставленным застройщиком Феррис, парковка не является объектом капитального строительства и не подлежит постановке на государственный кадастровый учет. Получается абсурдная ситуация. Парковка есть, а ответственности за нее нет. Указанное сооружение не является объектом капитального строительства и не подлежит постановке на государственный кадастровый учет. Проблемы не ограничиваются только парковкой. Экспертиза показала грубое нарушение норм пожарной безопасности. Эвакуационный выход, предусмотренный проектом, заменен детской площадкой. Это нарушение подтверждено МЧС Республики Саха-Якутия. Расстояние между зданием многоквартирного дома и открытой автостоянкой составляет 10 метров. Расстояние между сооружением производственной базы и открытой автостоянкой составляет 5,4 метров. В этой связи ГУ МЧС России по Республике Саха-Якутия 18 ноября 2024 года объявлены предостережения руководителям управляющей компании и строительной организации. Надежда жителей дома на Чернышевского 110А возложены на прокуратуру. После многочисленных жалоб на неработающие пандусы, опасную парковку и отсутствие эвакуационного выхода прокуратура Республики Саха-Якутия начала проверку. В ходе проверки будут выявлены причины возникших проблем. Жильцы надеются, что расследование приведет к устранению нарушений и обеспечению безопасных условий проживания. Дарья Короленкова, Семен Семенов, Якутск. Для улучшения профилактики болезней зрения детей состоялось открытие специализированного кабинета охраны зрения детей поликлиники номер 1. Там организована специализированная медпомощь детям в возрасте до 17. Торжественную церемонию открытия посетила Даяна Федорова. Перерезав алую ленту, дан старт работе детского кабинета зрения поликлиники номер 1. Открытие стало важным шагом к улучшению качества медицинского обслуживания детей. В структуре заболеваний детей в республике патология органов зрения занимает 3-е место. Большое время дети находятся с гаджетами. Открытие таких кабинетов будет восстанавливать органы зрения и будет проводиться своевременная диагностика и лечение. В новом детском кабинете зрения расположилось множество специального оборудования. Так, например, одно из них – офтальмотерапевтический аппарат, предназначенный для проверки сетчатки. Юный пациент садится на стул, подходит к аппарату на 2-3 сантиметра и с помощью специального света производится диагностика сетчатки. На современном оборудовании работают опытные врачи и медицинские сестры. Здесь не только можно получить высокоточную диагностику, но и лечение заболеваний органов глаза. Ребенок садится и начинает курс. Можете посмотреть, здесь уже начинается упражнение для мышц, которые помогают в лечении нарушений фокусировки глаз, как вблизи, так и вдали. И такого современного оборудования достаточно. Остроту зрения проверяем сначала. Проверяем также на наличие миопии, гиперметропии. Если у ребенка астигматизм, проверяем внутриглазное давление на
пневмотонометре и уже смотрим на передний отрезок глаза на щелевой лампе. Опытные врачи практикуют как лечение с помощью современной медицины, так и народной, например, хомусотерапии. Юных пациентов принимают по адресу Свердлова 3/1 в составе детского реабилитационного центра. В кабинет смогут обратиться дети, прикрепленные к первой поликлинике. Запись будет идти через участкового педиатра. Участковый педиатр направит к офтальмологу. И офтальмолог уже решит, какой будет план лечения и когда прийти ребенку на реабилитацию. Если ребенок будет посещать 2-3 раза в год согласно плану реабилитации этот кабинет, то через 2-3 года у него практически полностью может восстановиться зрение. Специализированные кабинеты охраны зрения детей планируют открывать во всех поликлиниках республики в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение». Тайна Федорова, Джолстайн Накентьев, Якутск. Неожиданный предновогодний подарок получили 6 молодых педагогов Ленска. Специалисты, выбравшие работу в образовательных учреждениях, получили подъемные в размере 300 тысяч рублей. Все подробности у Светланы Балеевой. Неожиданно предновогодний подарок получили 6 молодых педагогов Ленска. Присутствовать лично на торжественном вручении подъемных все не смогли. Но большинство все же получили из рук главы района сертификат на социальную выплату в размере 300 тысяч рублей. В этом году сумма увеличена вдвое. В прошлом подъемные составляли 150 тысяч рублей. Это ощутимая сегодня такая поддержка от муниципалитета для того, чтобы молодые люди сюда были вовлечены и заинтересованы приехать работать. Порядка 14 сертификатов мы на сегодня выдали. Вот. И кроме этого мы решаем вопрос не только материального стимулирования для приезжих, но и имущественный. Это предоставление квартир. Александр Черепанов побеседовал с молодыми специалистами, узнал, почему они выбрали Ленский район, поинтересовался условиями работы и дальнейшими планами. Да, все муниципалитеты сейчас работают на привлечение кадров. Кадров у нас не хватает во многих отраслях, в том числе и бюджетной сферы. Отрадно, что вы работаете у нас в наших детских дошкольных учреждениях, работаете с детьми. Ну и, конечно, тоже дорого стоит. Ну и с спортивными, конечно, тоже достижениями наш район тоже славится. Достаточно серьезные показатели в этом году и в прошлых годах. И мы делаем большой такой задел на будущее, для того, чтобы у нас были достаточно высокие показатели. В этом году в педагогический коллектив нашего района влились Парасковья Ющенко и Ксения Остапец. Девушки приехали в Ленский район 5 месяцев назад. Парасковья из Хангаласского улуса, а Ксения из столицы нашей республики. Обе работают в детских садах музыкальными работниками. Мы приехали с Парасковьей Дмитриевной сюда работать, в Ленский район. Я узнала о городе Ленске. Мне посоветовали здесь вакансию, и я решила попробовать. Я позвала с собой подругу. Мы как раз-таки заканчивали вместе. Девушкам муниципалитет оплачивает аренду жилья. Сегодня вручены и подъемные. Нам предоставили сразу все удобства, квартиру, работу. Квартиру нам сняли в центре города, и до работы недалеко. Поэтому мы решили воспользоваться шансом и начать, так сказать, взрослую жизнь. Это самый большой подарок для меня за всю мою жизнь. И поэтому я также решила оставить на будущее, потому что, мне кажется, в дальнейшем эти деньги пригодятся. И работа очень нравится, коллектив хороший, люди замечательные, дети. Я очень уже привязалась к ним всем, и поэтому думаю остаться. Пока что так. Ирина Шейна – ленчанка. Она тоже молодой педагог, тренер по легкой атлетике. Работает в спорткомитете уже 9 лет. В этот день и ей были вручены подъемные. Ирина – молодая мама. Такая поддержка для нее очень кстати. Я очень рада. Особенно в преддверии Нового года. Такой очень приятный сюрприз. На что хотите потратить средства? Если честно, еще не думала. Но я думаю, какие-нибудь домашние дела, блага какие-нибудь. У меня сейчас маленький ребенок, поэтому, я думаю, найдем обязательно, куда потратить. Надо сказать, что Ирина и обучалась заочно в институте за счет средств района. Окончив его, сразу же устроилась в спортивный комитет тренером, где и трудится сейчас. Такая мера поддержки очень важна для района. Она действует уже не первый год и является хорошим подспорьем в вопросах привлечения и сохранения кадров в образовании. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. Мы продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Это итоги недели, мы продолжаем. Юбилейный год Аксении Посельской. Якутский балет чествует свою легенду. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения Аксении Васильевны, первой якутской балерины и талантливого педагога, заложившей основы якутского хореографического искусства. Юбилейный год в Якутской детской балетной школе откроется праздничным концертом с участием ведущих солистов, воспитанников школы и лауреатов международного конкурса. И завершаем юбилейный год 24 декабря именно в день ее рождения, в день ее столетия. 24 декабря она родилась в зимнюю стужу, и имя ее Аксения Сахалы по-якутски, если это Ахсыни, от декабря, от месяца, в котором она родилась. В день, юбилейный день у нас в 10 часов утра начнется собрание общественности в актовом зале Дома правительства номер 2. В это время параллельно будут идти репетиции на сцене театра оперы и балета. Глава Якутии Айсан Николаев присоединился ко всероссийской акции «Елка желания». Она проходит ежегодно перед Новым годом в Кремле. Цель акции – подарить радость и ощущение новогоднего волшебства детям из разных регионов России, которые особенно в этом нуждаются. Открытки выполнены в виде новогодних шаров, внутри которых записаны желания детей. Айсан Николаев вытянул 3 открытки. Так совсем скоро исполнится мечта 15-летнего Артура из села Амга. Заветные желания мальчика — якутский хамус. 13-летний Рома из села Этекёль загадал велосипед, а 5-летняя Милана и ее сестра Мирослава из города Шахтерск Донецкой Народной Республики мечтают получить кукольный домик и подарок-сюрприз. Совсем скоро их желания сбудутся. Главное, чтобы дети в Новый год, и не только в Новый год, всегда чувствовали, что чудеса возможны, их мечты исполняются. Ну а наше дело, дело взрослых, делать все, чтобы они жили в мире, в добре, в согласии, и чтобы страна наша развивалась. Приближаются новогодние праздники, а значит, особое внимание уделяют местам проведения утренников и мероприятий, предполагающих массовое пребывание людей. В Нерюнгри в этом направлении ведется большая профилактическая работа с сотрудниками МЧС. С подробностями Иван Лазаренко. Внимание! Чрезвычайная ситуация. С таких звуков сирены оповещения при пожаре начался сегодня рабочий день в Нерюнгринском центре культуры и духовности имени Пушкина. Накануне массовых новогодних мероприятий здесь прошли тактические учения по тушению пожара и эвакуации находящихся в здании сотрудников и посетителей. По легенде учений, пожар начался здесь, на сцене Центра культуры и духовности имени Александра Сергеевича Пушкина. Из-за нарушений правил эксплуатации и пожарной безопасности произошло короткое замыкание сценического оборудования, после чего огонь очень быстро перекинулся на элементы оформления сцены, а затем и в зрительный зал. И началось очень сильное задымление. После эвакуации всех находящихся в зале условных зрителей выяснилось, что 3 человека до сих пор находятся в здании ДК. И начался их активный поиск. Основные цели мероприятия – отработка оперативного плана пожаротушения и схемы эвакуации людей, взаимодействие пожарного подразделения с администрацией учреждения. Пожарные и службы оказания неотложной медицинской помощи прибыли на место происшествия буквально за считанные минуты. Незамедлительно начались работы по обнаружению очага возгорания, тушению и оказанию помощи пострадавшим. В рамках отработки вопросов пожаротушения было создано 4 боевых участка. Производилось тушение со стороны зрительного зала, со стороны прилегающих помещений к сцене и также тушение и защита конструкции на уровне колосников. Задействовано в пожарно-тактических учениях было 8 единиц пожарно-спасательной техники, 32 человека личного состава. На тушение было подано 7 стволов ручных и 1 лафетный ствол со стороны зрительного зала. Благодаря грамотным действиям пожарно-спасательных сил условный пожар был ликвидирован. На подведении итогов проведенных учений было отмечено, что цели, поставленные перед личным составом, были достигнуты. Кроме учений для личного состава ведется большая профилактическая работа с населением. Сегодня подводят итоги 2-го этапа профилактической операции «Жилище». Звонить при случае пожара знаете, по какому номеру телефона? Да, 101. При выходе из дома не забывайте выключать все электронные приборы, вытаскивать все из розеток. Ну и лучше на всякий случай проверьте.
Цель операции – информирование граждан о правилах и требованиях пожарной безопасности, повышение уровня сознательности населения в данном направлении. Такие превентивные меры непременно дают свои положительные результаты. На сегодняшний день в Нерюнгринском районе зарегистрировано 157 пожаров, что на 7 случаев меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В этом году не произошло пожаров с гибелью людей. В прошлом году за аналогичное время погибло 4 человека. В этом году травму при пожаре получили 1 человек, а в прошлом 5, 4 из которых были дети. Не стоит думать, что пожар – это беда других людей. Он может возникнуть где угодно, но с большой долей вероятности там, где пренебрежительно относятся к огню. Огонь безжалостен. Пожар лишает человека всего, чем он жил – жилья, имущества, отнимает жизни людей. Чтобы этого не случилось, необходимо следовать элементарным правилам пожарной безопасности в быту. Иван Лазаренко, Екатерина Павлова, Вадим Барашков, Нерюнгри, Якутия. День за днем. Музей музыки и фольклора народов Якутии открывает праздничную выставку «Этот сказочный Новый год», на которой будут представлены уникальные сокровища времен СССР. Здесь представлены как новогодние игрушки, так и статуэтки тех лет. Начиная с 20 декабря желающие смогут посетить не только выставку, но и мастер-классы по изготовлению новогодней атрибутики. Все экспонаты были собраны участницами женского клуба коллекционеров. Кроме выставки экспонатов, у нас будут выставлены детские рисунки в рамках межрегионального проекта «Кочующий музей. Дети детям». Здесь представлены рисунки якутских детей по народной костромской сказке «Снегурочка». А дети Костромы должны нарисовать нашего Чисхана. Итоги конкурса будут подведены 27 декабря. Выставка сама будет работать с 20 декабря по 20 января. И каждую субботу приглашаем всех жителей и гостей города Якутска на мастер-классы под названием «Мастерская Деда Мороза». Владивосток, расположенный на берегу Тихого океана, является настоящей меккой для любителей морепродуктов. В преддверии новогодних праздников особенно актуально заказывать морские деликатесы для праздничного стола. Здесь рынок насыщен разнообразием от свежих устриц и мидий до крабов и рыбы, а также огромным разнообразием икры, кальмаров и гребешков. Поставка морепродуктов идет напрямую из Камчатского края. Цены на них варьируются в зависимости от сезонности и условий добычи, но в целом остаются доступными для большинства жителей и туристов. Например, килограмм икры может стоить от 9000 рублей, в то время как мидии можно приобрести всего за 500 рублей за килограмм. Это зависит, например, в этом году цена на икру очень высокая, да, вот в нашем магазине она стоит 9500 за килограмм. Вот, это обусловлено низким выловом в этом году, и мы целиком и полностью зависим от цены, которую выставляет нам производитель. Ниже мы продавать не можем. Я думаю, что людям не стоит бояться цен на икру, на рыбу, потому что не только морепродукты подорожали в этом году, сейчас дорожает все и везде, начиная от бензина, заканчивая ипотекой и всем остальным. Такое видели минувшую неделю наши корреспонденты. Это была итоговая программа «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.